О самых заметных событиях понедельника, 4 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Награда за спасение. Глава Якутии А.С. Николаев наградил экипаж вертолета Ми-8 полярных авиалиний, который эвакуировал выжившего пассажира Ан-2. В разгаре приемная кампания в учебные заведения в Якутии. На площади Орджоникидзе прошла ежегодно профориентационная ярмарка для абитуриентов. Многолетняя история газеты «Индустрия Севера» и трудовая деятельность знаменитого нерюнгринского фотографа Юрия Коковина собраны в одной музейной комнате. В Москве закрыли 87-й киносезон и особое внимание уделили якутским кинопроизводителям. Первый сезон летнего отдыха завершился. Более 1000 школьников Алданского района весело и с пользой провели время в лагерях дневного пребывания. По поручению главы республики А.С. Николаева председатель правительства Андрей Тарасенко провел экстренное совещание с участием членов правительства по вопросам устранения последствий разгула стихии в селе Барагонцы. Премьер поручил в кратчайшие сроки доставить стройматериалы для восстановительных работ. Также дал указание оказать всю необходимую помощь пострадавшим и принять все меры по устранению последствий природного бедствия. В связи с этим первый зампред правительства Дмитрий Садовников командирован в Усть-Алданский улус. На месте он будет контролировать восстановительные работы. Также Садовников встретится с пострадавшими. Пострадали ряд объектов, в том числе жилые дома, снесены по информации района крыши, заборы. Также есть упавшие опоры, в связи чего есть ограничения по электроснабжению, и также по связи мобильной из-за отсутствия электроэнергии. Все это будет восстановлено в кратчайшие сроки. Глава Якутии А.С. Николаев наградил экипаж вертолета Ми-8 полярных авиалиний, который эвакуировал выжившего пассажира Ан-2. За умелые действия и высокий профессионализм при проведении поисково-спасательного мероприятия по обнаружению экипажа и пассажира воздушного судна Ан-2, потерпевшего крушение на территории Кобяйского улуса, командир судна Александр Евсеев, второй пилот Григорий Иванов и бортмеханик Василий Винокуров отмечены благодарностью главы республики. А.С. Николаев лично поблагодарил экипаж за проявленное мужество и верность своей профессии. Своей отвагой, бескорыстным трудом на благо людей они подают пример всем нам, добавил глава республики. Нашли самолет, осмотрели. Самолет оказался наш, который искали. Далее, после всех работ, дали указание вернуться на базу. Спасатели попросили несколько раз облететь вокруг вертолета, на видео заснять и фотографии сделать. Когда вот второй раз крутились над самолетом, обнаружили рядом с озером старая метеостанция есть. Заброшенные дома. Две избушки заброшенные. И там обнаружили вот третьего выжившего. Там подсели, забрали, домой вернулись. Правительство России расширит границы Тор-Якутия. Границы и территории опережающего развития расширит за счет включения дополнительных земельных участков для запуска нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. На обновленной территории в этом году построят мусороперегрузочную станцию, где будут сортировать все твердые коммунальные отходы, поступающие из Якутска. Часть из них затем используют для производства альтернативного топлива. Проектная мощность станции составит 150 тысяч тонн отходов в год. А новый резидент ТОР Южная Якутия будет добывать 1 миллион 250 тысяч тонн железной руды на Сиваглинском месторождении в Нерюнгринском районе республики. Соглашение о реализации инвестпроекта подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Якутской рудной компанией, входящей в структуру МЕЧУ. В Якутской рудной компании сообщили, что в проект планируют вложить более 2 миллиардов рублей и создать порядка 450 новых рабочих мест. Запасы месторождения, по оценкам геологов, более 20 миллионов тонн при содержании железа в 15%. В самом разгаре приемная кампания «Высшие и средние специальные учебные заведения Якутии». Между тем, на площади Орджоникидзе прошла ежегодная профориентационная ярмарка для абитуриентов. Подробности в сюжете Марии Кардашевской.
Одна из главных площадей столицы в прошедшее воскресенье превратилась в площадку для профориентационной кампании. Для абитуриентов распахнула двери 7-я республиканская ярмарка «Профориентация-2022». В этот день вчерашних школьников встретили приемные комиссии республиканских учебных заведений и центровузов, а также представители Министерства образования и науки республики. Сроки подачи документов, они отличаются, потому что есть еще дополнительные испытания, есть творческие испытания. То есть там надо будет дополнительно до того, как наступит время, окончательная дата приема документов, надо будет успеть еще сдать эти экзамены. Сейчас на данный момент у нас до 10 июля мы принимаем документы от тех, кто поступает на целевые места с мерами поддержки от республики. И до 25 июля идет прием документов от тех, кто в целом поступает на целевые места в рамках квот целевого приема в любые вузы Российской Федерации. Это акцентируем. Ну а то, что касается среднего профессионального образования, то здесь мы до августа месяца принимаем. Дмитрий Юрьевич отметил, что в последние годы возрос интерес к средним специальным учебным заведениям, поскольку молодежь не только выбирает для себя новые специальности, но и планирует свою занятость. В связи с этим в этом году на СУЗы республика выделила почти 7 тысяч бюджетных мест. Нам удалось за последние 3 года создать уже, по сути, почти 55 мастерских. Это самые современные мастерские в разных районах нашей республики. Это получается, что ты можешь получить хорошее качественное образование ближе к дому и ближе к работодателям. На ярмарке абитуриенты узнали об условиях приема, о количестве бюджетных мест, проходных баллах, а также получили каталог-справочник специальностей вузов и СУЗов. Я думаю, вот над Якутским гуманитарным колледжем или летным училищем трудно выбрать, но спасибо организации, что тут сделали вот это все. Это очень сильно помогает абитуриентам, я думаю. Я хочу поступить в СУФУ на исторический факультет. Тут можно узнать это достаточное количество информации для того, чтобы, возможно, окончательно решить, может еще подумать. Ну вот пока думаю. Думаю, летная, техникум. Я еще не выбрал, но присматриваю сейчас. Вот закончил недавно 9 класс, сдал все. По направлению, наверное, пойду на экономиста, бизнес-менеджмент, либо управление и так далее. Республиканская приемная комиссия работает на базе Якутского института водного транспорта по адресу улица Водников, 1. Кроме этого, 5 и 8 июля с 17:00 до 19:00 будут организованы встречи с абитуриентами и их родителями, где ответят на все интересующие их вопросы. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. Многолетняя история газеты «Индустрия Севера» и трудовая деятельность знаменитого нерюнгринского фотографа Юрия Коковина собраны в одной музейной комнате. Торжественное открытие символично прошло в День национальной печати, рассказывает Ирина Жданова. На эту фотокамеру были сделаны первые снимки для газеты. А по этим книгам, зачитанным до дыр, тогда еще молодой Юрий Коковин познавал искусство фотографии и изучал фотографические рецепты. Раньше заключалось не только, как ты снимаешь глаза твои, а еще как ты проявишь пленку, как ты отпечатаешь снимок, это какая у тебя будет экспозиция. Настолько было зависимо все факторы производства фотографии от начала до производства, до картинки. Было просто... Сейчас это делается в 1 секунду мобильным телефоном. И качество цветное и так далее. А та черно-белая фотография была просто радость. Музей начинался с первого десятка фотоаппаратов Юрия Коковина. Потом появились книги, грамоты, в том числе в должности машиниста тепловоза. За всю трудовую деятельность мало кто может похвастать таким багажом. 160 грамот, выпущено 8 авторских книг, проиллюстрировано 124 книги и, конечно, тысячи неповторимых фотографий. Особый вклад или даже помощь в этот музей сделали работники городской библиотеки. Вот такая тематическая папка, где собраны все данные об Юрии Николаевиче, его биография и также все о его работе. Например, вот список статей, фото, очерков. Всего 1264, и это только в индустрии Севера, или 28 персональных выставок.
Идея организовать музейную комнату при редакции принадлежит ее главному редактору, которая решила по крупинкам собирать и восстанавливать историю газеты. Ну и так как у нас в этом году был объявлен год культурного наследия, то возникла вот такая идея – создать музей нашей газеты. В разговоре с Юрием Николаевичем как бы проговорил, что у него в доме находится в квартире очень много фототехники, часть какая-то пылится в гараже. Я это посчитала немножко даже кощунственно и сказала, что для чего, да, вот это, грубо говоря, вся техника будет лежать где-то. У нас был один пустующий кабинет, потому что штат немножко у нас как бы сократился, и был пустующий кабинет. Мы долго думали, что с ним как бы делать, и вот возникла такая идея, почему бы в этом кабинете не создать музей. Сейчас доступна для читателей подшивка газет за многие годы. В планах проводить экскурсии и создать на базе музея так называемый юркор для начинающих журналистов. Музейная комната постоянно пополняется. В настоящий момент ведется работа над той частью, которая будет отображать всю историю газеты. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Семейный фестиваль в Якутске впервые пройдет 8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности. Фестиваль начнется с парада новобрачных, молодых мам, золотых семей и многих других супружеских пар республики. Парад пройдет по улице Кирова от цирка до Комсомольской площади. А на самой площади в Центральном парке будут ярмарка продаж, тематические мастер-классы, выставки и различные детские конкурсы. Также в 18:00 на Комсомольской площади стартует праздничный концерт с участием артистов якутской эстрады. Первый сезон летнего отдыха завершился. Более 1000 школьников Алданского района весело и с пользой провели время в лагерях дневного пребывания. Игры, конкурсы, соревнования, экскурсии. Что еще интересного ожидало ребят на пришкольных площадках, узнала Татьяна Вахнина. Лето – время отдыхать. Одни ребята едут в санатории, другие в гости к бабушке, ну а кто-то остается в городе. Впрочем, интересно, весело и незабываемо провести время можно всюду. С наступлением лета многие ребята продолжили ходить в школы. Здесь их ожидали не оценки и контрольные, а игры, праздники, викторины, экскурсии, походы, посещение библиотеки и театра. Каждый день был не похож на предыдущий. Все школьные, спортивная площадка, площадка дополнительного образования. Мы охватили все площадки. 3 полноценных часовых работы мы представили детям очень хорошего качества, формата. Лагеря дневного пребывания приняли мальчишек и девчонок в первый день лета. В этом году при учреждениях образования района работают 20 площадок. Летний досуг на каждой из них, как всегда, стал особенным. Закончился первый сезон, это летних площадок дневного пребывания детей. У нас их в этом году 19 при образовательных учреждениях, и одна у нас площадка организована на базе коррекционной школы, это с дневным пребыванием детей. Ну и также в разгаре у нас сезон в летнем лагере «Берег дружбы». Сезон первый закончится 11 июля. И в общей сложности более 1200 детей у нас получили эту услугу за первый сезон летней оздоровительной кампании. Пришкольные площадки представляют наиболее массовое направление в организации детского отдыха. Наряду с оздоровлением ребята имеют возможность раскрытия творческого потенциала и могут попробовать силы в различных видах деятельности. Также акцент ставится на нравственное развитие и патриотическое воспитание. На летнюю оздоровительную кампанию традиционно у нас выделяются средства из республиканского и из местного бюджета, но подавляющее количество, более 2/3, это средства районного бюджета. Лучший отдых, как известно, это смена деятельности, а лучшие каникулы – это время, проведенное не только с удовольствием, но и с пользой. Ожидается, что наступившим летом организованным отдыхом будет охвачено более 4000 школьников. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Доме кино в Москве закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности создателей кинолент, тех, что украшали весь год киноэкраны, включая и якутские фильмы. Особое спасибо прозвучало и в адрес зрителей, а их собралось немало. С торжественного закрытия киносезона моя коллега Исана Бурнашова. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 000. А теперь
теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов. Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021-м сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. За новинками уходящего года следил каждый. Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Завершением национального праздника СЭХ в селе Чамча Ленского района стали конные скачки. Соревнования собрали большое количество болельщиков и 9 наездников из соседних поселений. На торжественном открытии мероприятия глава района сердечно поздравил гостей и жителей села с проведением долгожданного праздника. Ежегодным организатором скачек на приз главы района является администрация Наслега. Провели 3 заезда на дистанции 1200 метров, после чего определились 3 победителя. Главный приз соревнований – 50 тысяч рублей. И на этом забеге первое место занял лошадь по кличке Замок, хозяин Федоров Николай. А второе место с Потамая конь по кличке Потамай, хозяин Переслукин Леонид. И третье место с Чамчи конь по кличке Томус и хозяин Федоров Антон. Ребята очень хорошо подготовили лошадей. Скачки пошли на высоком уровне. Пожелал бы я еще, чтобы другие населенные пункты Печенча, Натора, Станахар на этих соревнованиях участие приняли. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Сейчас смотрите программу «Якутия вперед». Глава республики Айсан Николаев расскажет об итогах работы правительства в июне. Всего доброго и до свидания.